считаю, что наш народ должен знать вот такие сорта, и у каждого во дворе, если будет расти, это было бы очень хорошо. Это визитная карточка, и это память, так сказать, о наших предках, которые были лучшими, одни из самых лучших мастеров в садоводстве. Был аборигенный сорт, это еще описывал, вернее упоминал Семеренко, это коксулу, то есть это сочный, с татарского, да, переводится. А мы же интересовались и делали экспедиции, вот где что есть. Поехали, и там увидели, что есть такие сорта старые. Мы их взяли, вот здесь закрепили их. Кто-то говорил, что даже чуть ли не за одно яблоко давали корову. Это вот уникальный случай. Вот давали корову. Почему? Потому что он очень был, ценился и так далее. Но почему-то его тоже сняли с производства, промышленного производства. Ссылается на то, что он, плоды у него не устойчивые, под действием ветра они вот падают. Вот, как говорится, нашли причину. Как отмечал Семеренко, из синапов самые нарядные яблоки – это вот сабла синап. Вкусовые качества хорошие. Он, во-первых, долго хранится, он может храниться до мая месяца, все и так далее. Его особенность то, что он действительно очень крепкий, твердый, вернее, так вот, поэтому его и назвали Демралма. Груша где-то зимнего созревания, очень, кстати, вкусная. Один из авторов этой груши по выведению Бекир Ага Османов, известный наш лидер национального движения. Он очень был в то время известный агроном.